В настоящий момент мы оперируем 20 морскими и 50 железнодорожными контейнерными линиями. Российская транспортная компания предлагает бесперебойно доставлять товары из республики в Азию и обратно. Сегодня Татарстан – центр транспортных коридоров страны, но пока через контейнерные перевозки к нам прибывает лишь 20% продукции, а экспортируется лишь 8%. Цифры можно увеличить в разы, как и скорость. До Турции они будут доходить всего за 12 дней, до Китая за 35. Мы республика, которая производит 4 триллиона только промышленной продукции. 4 триллиона. И у нас 2 железные дороги, Куйбышевская и Горьковская. Плюс с учетом того, что есть еще связки мультимодальные, мы по воде можем дальше собирать. Есть большие планы работы с Ираном. Рустам Минниханов поручил создать рабочую группу, чтобы максимально рассчитать логистику, а в сентябре подписать меморандум о взаимопонимании. И первые контейнеры с товаром отправятся в путь уже в октябре. Наверное, все было раньше возможно купить. Сегодня, к сожалению, такой возможности нет. Заседание Татнефтехим Инвестхолдинга традиционно богато на предложения отечественных компаний. В Альметьевске хотят производить ксантановую камедь – стабилизатор на основе крахмала, который используется в пищевой и косметической промышленности. Россия потребляет 16 тысяч тонн в год, и весь он закупается за рубежом. Ученые нашли уникальное решение – производить его дома из своей сельхозпродукции. Картофель тоже можно использовать, если крахмал. Но сейчас мы, получается, провели исследование, мелассу пробовали, кукурузный крахмал и пшеничный крахмал использовали. Рустам Минниханов поручил поддержать компанию. Для начала помочь создать опытно-промышленную установку. Это никогда не бросалось в глаза, но по сути все, что нас окружает, от чистой ванной и кухни до даже чистого города, это заслуга в том числе катализаторов, специальных наночастиц, которые изготавливают из того, что добывается из недр нашей земли, нефти и алюминия. Россия производит всего 2% катализаторов на мировом рынке. Такой востребованный продукт не позволяли создавать условия лицензии, поэтому специалисты говорят, проще было покупать. Наша индустрия вошла в такой уровень импортозависимости, что по сути находилась, наверное, на грани остановки, поскольку, наверное, 90% всей продукции, катализаторов конкретно, сорбентов, поставлялось иностранными компаниями. Все возможности для открытия такого производства есть на Нижнекамск нефтехиме. Нужно только оборудование. Оно стоит порядка 350 миллионов рублей. Нам надо посмотреть, какие меры господдержки можно получить. Вот, катализаторы – слабое место в любом случае. Ученые из КФУ предлагают ноу-хау из области высоких технологий. Они работают с самым прочным материалом на планете графеном и самым перспективным топливом водородом. Катализаторы для него делают из платины. Казанцы предлагают заменить ее другими металлами. Первые результаты показали, что мы заменили 20% платины, всего лишь на 4% палладия и 10% меди и достигли 72% эффективности коммерческого платинового катализатора. Вы должны понимать, что нам никто сейчас технологии продавать не будет. Нам надо то, что есть у себя, продвигать. Еще одно предложение – отечественная основа для лекарств. Аспирин, парацетамол, глицин и ряд других фармацевтических средств делают из хлора, уксусной кислоты, ацетилцеллюлозы. Почти все закупалось за границей. Казанские ученые предложили получать все это из продуктов нефтехимии. Вопросы по малийному ангидриду Сибур буквально недавно включил в работу. А этот продукт дает еще более широкую палитру всех других соединений. Это он не просто такой продукт, который может расширить линейку, начиная от парацетамола до аспирина и кончая такими химическими товарами, как МДИ, ТДИ. Компания из Иннополиса известна в мире как создатель систем кибербезопасности. Среди их партнеров Европол и Интерпол. За плечами несколько крупных раскрытых международных преступлений и планы работать в республике. Атаки на наши школы, то, что они заминированы. Можем мы что-то сделать с этим? По нашим данным, все эти звонки происходят за границей, с ближайших территорий. Очень дружественных. Помогите нам найти решение. Заслушали сегодня итоги работы Татнефтехим Инвестхолдинга за первое полугодие. Предприятия увеличили объемы производства почти на 4%, а в условиях импортозамещения выросла закупка продукции химического завода имени Карпова, Кварта и Казанского завода синтетического каучука. Рамиль Шайдулин, Владимир Ларионов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.